Маліна, клубніцы, парэчкі улетку ёсць у агародзе фактычна ў кожнай палескай гаспадыні. З іх гатуюць варэнні, кампоты і разнастайныя стравы. А вось як прыгатаваць з ягад кулагу і якая страва з бульбы лепш за ўсё пасуе да кулагі, мы даведаемся сёння. Пачнем мы гатаваць усё ж такі з бульбы. Адразу відаць, што фарш вы зрабілі напярэдадні. Што выходзіць у склад гэтага фаршу? Свининка свеженькая, перекручена, не очень жирная, мелко-мелко порезанный лучок. Потому что это принципово? Да, потому что если на мясорубку или на терку он весь растечется, именно мелкий-мелкий кусочек должен быть типа, кубиками, потому что тогда сочный фарш и очень такой вот ингредиент, он не потеряется, этот лук. Ну, немножко батончика, замоченного в молоке, потому что молоко придает тоже мягкость этому фаршу. Ну и пару яичек, чтобы скрепило, чтобы не выпало из нашей заготовочки картофельной вот этот фарш, чтобы он немножко яйцом скрепился. И мы все хорошо перемешаем. Потом выберем вот такая специальное приспособление, штучка. Все знают, что это. Мы выберем красивенько сердцевинку и заполним фаршем и опустим на сковородочку. Она обжарится. Это буквально полчаса и блюдо готово. Вот, будем выбирать. Вынимается вот такая спиралька. Можно насквозь, можно не до конца. Вот такие у нас заготовочки получаются серединки. Попробуйте. Вот, а я займусь фаршем. А вось мне цікава, чым раней калі фаршировали картошку, робили вот гэтые лунки у бульбе? Ну, выбиралось либо ложечкой, либо ножиком, все это выбиралось. Я немножко соли возьму. Какие специи подойдут для фарша? Конечно же, перчик, базилик очень люблю сыпать во все, майоран, кориандрик, что кто любит. Либо более острый, либо более мягкий, все достаточно, потому что некоторые любят поострее. Тут дело вкуса совершенно, заправить чем-то фарш. Ну и можно даже какой-то зелень еще добавить. Если сезон, то укропчик, петрушечка мелко порезанный. А что это за приправа? Кориандр. Вот посыпьте немножко кориандра. Вот, слышно запах, да, перчик сразу пошел. Вот мы перемешали. Но этого количества замного будет для этой картофельшки, поэтому часть мы оставим на какие-нибудь клёцки, эти. Все котлеты можно котлеты, голубцы, да, или просто его припасти для драников с мясом. И вот смотрите, как мы будем красиво сейчас это заполнять. Я зауважила, что у нас сегодня на кухне 3 гаспадыні замест 2. Поделитесь секретом, что это за девчина такая стоит побач с вами, что это яшчэ за гаспадыня? Это моя подруга, она мне помогает проводить праздники. Это лялька, заготовка для игры, такой вот, называют танцы со шваброй. Но вместо швабры мы придумали куклу, такую колоритную. Это старая дева на выданье. Нават своя история життя есть у этой ляльки. Да, и вот надо собрать несколько человек по парам. И на одного мужчину больше должно быть, и он должен танцевать с этой старой девой. Но никто же с ней не хочет танцевать, поэтому, когда прекращается музыка, все должны быстренько поменяться парами, схватить любую красуню, лишь бы не с этой остаться. И все стремятся к этому, и очень весело все это проходит на ура, потому что мужчины хапают этих женщин, а эта дева никому не хочет. Но она очень хочет танцевать, поэтому она всегда востребована. Вы когда-нибудь звертали увагу, что людям больше подобается? Есть идти гулять, там, играть у гульни некие? Наверное, тут все взаимосвязано. Если хорошая кухня, то и настроение хорошее. Поэтому я всем своим говорю, готовьте дома еду. Это очень хороший такой признак крепкой семьи и уважения коллег и друзей. Когда к тебе в дом все хотят приехать,
Ну почему бы не сделать для них праздник? Поэтому кухня — это очень важно. Итак, бульба. Бульбу можна запекать, смажить. Что з нею робить? Ну, После того, как мы ее нафаршировали. мы будем в данном случае в глубокую сковородочку, мы нальем маслица так, чтобы где-то сантиметра 2 было в олею. И с одной стороны на среднем огне под крышкой поджарить, потом перевернуть, опять поджарить и слегка посолить мелкой солькой, потому что картошечка у нас не соленая, соленый только фарш. И она будет как вкуса, как печеная картошка. То есть она будет не вареная, не жареная, а печеная во фритюре. То есть она сохранит все свои вкусовые качества и полезные свойства. И она будет очень красивая на вид, с двух сторон румяная, замечательная будет. Вот такой способ приготовления. Перш чым смажыць бульбу, нарэшце адкрыце сакрэт. Вось колькі мы з вами гатуем, навошта тут стаяць ягады? Клубніцы, вішня. Мы таксама будем добавлять у фаршированную бульбу? Навряд ли это будет вкусно, но мы с нее приготовим старинное блюдо. Оно называется кулага, и оно очень полезное, потому что ягода, она только доводится до кипения, не варится, как варенье там, или компоты, или кисели. Оно только нагревается, чтобы ягодка распустилась. Мы добавим туда ложечку меда вместо сахара. Конечно, если нет меда, можно и сахар. И потом заправим эту уже распущенную горячую ягоду вот такой ржаной мукой, не пшеничной, а ржаной, с которой пекут черный хлеб. Вот она такая вкусная по своему составу, грубого помола. Вот эта мука, она добавляется постепенно в эту горячую ягоду, и она как кисель становится, и получается такая ягодная каша, которую обожают и дети, и взрослые, потому что она не очень сладкая. Ну, а в старину оно просто ставилось в печь, в глечике или в чугунке, и томилось, медленно томилось, пока набухнет мука, и получалась такая ягодная каша. Ну, как по-другому ее назвать? Ну, кулага, вот такое старинное название. Открываем кулагу. Гэта ўжо падагрэтая кулага. Так. Вельмі падобна да варэння. Ну, слегка напоминает, но это совсем другая вещь. Это мы разварили ягоды, но не варили долго, только чтобы они распустились немножко, довели до кипения. И мы добавляем понемножечку муку, и она как бы как кисель заваривает это все, и оно становится густое и красивое. Пшеничная мука никогда не даст такого, она просто слепит и все склеит. Вот. И в самом конце, вот когда мы достигли нужной густоты, вот оно такое, как варенье, можно гуще, можно реже, кто кому как нравится. Если вы хотите на хлебушек ложить, можно гуще. Вот. Оно должно потомиться немножко на огне, чтобы мука схватилась и набухла. И в самом конце мы добавим, когда уже немножко остыло, мед для сладости. Потому что если в горячую добавлять, то мед потеряет свои ценные свойства. Вот, где-то 2 столовые ложечки вот на это количество мы распустим меда в горячей кулаге, и блюдо готово. До речі, ось білоруси кулагу роблять в основному на ягодах, на таких, як ми сьогодні з вами готували. Ми брали вишню і клубниці, так? Так само є ще лясні ягоди можна брати ніякі. А русские роблять кулагу на калине. На калине, да. Видите, тут немножко и уже другое блюдо получится. Но в ней очень много полезного, потому что ягоды фактически не подвергаются крутой обработке, и витаминов тут сохраняется максимум. Вот. Ну, конечно, ее нужно скушать в течение недели. Поэтому готовится в небольших количествах и подается на завтрак. Очень дети любят это вот. Ну как? Вы пакуль працягваеце гаварыць, я буду далей каштаваць кулагу. Я нават не магу адарвацца ад гэтай лыжкі. Гэта вельмі смачна. Яна падобна ў нечым, калі браць нават не на варэнне, а па смаку вельмі падобна да таго, калі
Гатуюць ягоды, перацертыя з цукрам. Да, кисели вот такие какие-то готовили тоже, когда крахмалистое это все было. Ну, это вот у нас жидкая получилась, а она должна быть более густая. Вот в холодильнике она будет такая, как можно будет намазывать. Сейчас она вот такая более консистенция жидкая. Ну, вкусная, правда? Вельмі смачна. Я магу сказаць толькі адно, што, а кулагу я таксама буду гатаваць, бо яна мне вельмі спадабалася. Цяпер справа засталася за бульбачкай. Закроем. А бульбочку надо выложить. Мы ее, вот она красивая. Возьмем ложечку тут большую, выложим на блюдо основное. Калі мы фаршыравалі бульбу, я трошки боялася, што фарш ён будзе нейкім чынам высоўвацца з бульбачкі і расцякацца па патэльні. Не, нічога такога не здарылася. Увесь Потому что мы яичко добавили, он скрепил, и Готовился все в бульбе. замечательно, да. Яшчэ одна. Вот. Вот смотрите, Колбаска. завершаем наше блюдо ароматными травками, и можно подавать к столу. Добро пожаловать! Дзякуй вам вялікі за тое, што сёння мы з вами прыгатавалі кулагу. Вельмі смачную, шчыра кажу, каштавала, ўжо ведаю, што гэта вельмі смачна. Так што кулагу можна параіць гатаваць, ну, мне падаецца, для ўсіх. Дарэчы, гэта не складана. Таксама у нас ёсць яшчэ і фаршыраваная бульба. Я так думаю, што гэта сапраўды адна з візітовак беларускай нацыянальнай кухні. Дзякуй вам вялікі. И вам большое спасибо. Ну и приезжайте к нам, будем готовить и угощать от души и от всего сердца. Спасибо. Кулагу і фаршыраванай бульбай дакладна. Каб прыгатаваць кулагу, нам спатрэбіцца маліна, клубніцы, жытняя мука і мёд. Для фаршыраванай бульбы возьмем бульбу, мясны фарш, раслінны алей, перац і соль на смак. У Беларусь кулага гурманаў можа прывабіць, таму што, па-першае, гэта карысная альтэрнатыва разнастайным дэсертам, а па-другое, што такую кулагу можна пакаштаваць толькі на беларускім палесе.